Со специальным обращением к жителям республики выступил Владимир Уйба, глава Коми. Смотрите его прямо сейчас. Добрый вечер, уважаемые жители республики. Сегодня продолжаю работу в Москве. Сегодня был очень напряженный день, но об этом расскажу в следующем своем сообщении. А сегодня расскажу о мерах поддержки, которые мы дополнительно к федеральным мерам поддержки разработали для малого и среднего предпринимательства за ковидную неделю с 30 октября по 7 ноября. Мы уже говорили о том, что предусмотрены федеральные меры поддержки, но мы встречались, проводили круглый стол с предпринимателями 5 ноября, и как раз на этой встрече обсуждали дополнительные меры поддержки, которые и легли в основу вот тех мер, о которых я сейчас расскажу. Разработаны эти меры по моему указанию Министерством экономического развития и промышленности Республики Коми, и заключаются они в следующем. Мы выдаем льготные микрозаймы в сумме до 1 миллиона рублей под 0,1% годовых. Я не оговорился, именно под 0,1% годовых. И эти микрозаймы выдаются тем, кто ведет деятельность в отраслях экономики, требующих поддержки в связи с ограничительными мерами. Вот в этот период, о котором я сказал, с 30 октября по 7 ноября. Оператором выступает акционерное общество «Микрокредитная компания» Республики Коми, и новый вид микрозайма будет выдаваться на срок до 2 лет. Заявители должны быть зарегистрированы и осуществлять деятельность в Республике Коми по основному виду деятельности, соответствующему перечню отраслей. Условия получения такой формы поддержки, их несколько, но подробности можно узнать на сайте «Мой бизнес» 11.rf, ну или в самой микрокредитной компании. И завершая вот эту тему, подчеркну, что мое поручение министерству как раз отработано и уже может быть предоставлено. То есть это не мера, которая может разрабатываться еще, она уже готовая, что называется, к употреблению. Ну и считаю, что вот тот формат, который у нас прошел, общение с бизнесом, он очень конструктивный, и мы договорились о том, что мы и впредь будем такие встречи проводить, потому что действительно в этом обсуждении рождается очень много идей, в том числе идей поддержки, и это важно и для меня, и для правительства, ну и для бизнеса. Об эпидобстановке. За сутки выявлено 368 случаев заболевания ковидом. Ну вот мы так стоим на этой цифре. Вчера было 369 случаев, то есть по сути никакого снижения пока нет. По умершим, к сожалению, умерло у нас 12 человек. Среди умерших нет ни одного вакцинированного. Ну вот снова к вопросу о том, что, конечно, нужно вакцинироваться, поскольку вот вы видите, вся статистика, которую я вам уже рассказываю больше месяца, говорит о том, что, конечно, вакцинированный человек, даже если он заболевает, то он переносит заболевание, как правило, легко или средней тяжести и выздоравливает. Но, к сожалению, опять у нас 12 человек потери. И общее количество умерших за весь период пандемии у нас, к сожалению, нарастает. Это уже 2160 человек. По коечному фонду мы не добавляем койки, как и было у нас 2712 коек развернуто, так мы остаемся на этом уровне, потому что мы снижаем занятые койки. То есть сегодня у нас занято 1833 койки против вчерашних 1877. И по завершившим вакцинацию, огромное спасибо всем, кто вакцинируется. Вот на сегодняшний день у нас прошли вакцинацию 305 077 человек. И при этом у нас достаточное количество вакцины, это более 122 тысяч доз.
Поэтому, конечно же, всех приглашаю на вакцинацию для того, чтобы и себя сберечь, и близких не заражать. На этом у меня вся информация, уважаемые жители республики. Всего вам самого доброго. Берегите друг друга, берегите своих детей, соблюдайте профилактические меры. До следующей встречи.